Добрый вечер, в студии Валерий Генаев. Мы снова в эфире, а это значит, что в течение ближайшего часа, как и обычно, вас ждет краткий обзор ключевых событий минувшей недели. И все это сверстно из репортажей, материалов наших корреспондентов. На этой неделе в обойме событий Рамзан Кадыров и двадцатка мировой популярности политиков, Роберто Кавалли, студия высокой моды в Грозном, парк материнской славы и безлимитный интернет, выборы и виртуальная игра под названием «Предвыборная гонка». Кроме того, как и обычно, вас ждет ставший уже традиционным набор сюжетов. Это обзор новостей виртуального мира, беглый взгляд на страницы республиканской газеты «Вести Республики» и в конце программы «Жизнь замечательных людей». В этот раз в этой рубрике прозвучит история Султана Магомедова. История певца, чей изумительный голос вызывал восторг и восхищение. Магомедова называли голосом гор, голосом чеченского народа ни много ни мало. Более того, его называли народным соловьем, но официальное звание «народный» он так и не получил. Но все это здесь и сейчас. Приятного просмотра. Сегодня в программе день рождения президента, Роберто Кавалли и студия высокой моды в Грозном, открытие у нас парка материнской славы и многое-многое другое в обзоре Рустама Мугаева. Выборы 2009. С каким настроем чеченское общество подошло к финалу предвыборной гонки? Об этом и не только Магомед Нухаев в рубрике «Дайджест недели». Рамзан Кадыров вошел в двадцатку мирового рейтинга популярности политиков. Интернет в мегафоне стал безлимитным. В Германии задержаны люди, готовившие теракты на Северном Кавказе. Обо всем об этом в постоянной рубрике «Ченет-инфо». Добрый конь для горца, верный спутник и друг на пути чести и славы. О том, насколько понятия чеченец и всадник стали синонимами, в рубрике «Тема» размышляет Тагир Салаханов. В рубрике «Вести Инфо» обзор последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты «Вести Республики». Рубрика «Жизнь замечательных людей» о певце, чей изумительный голос вызывал восторг и восхищение. Его называли голосом гор, голосом чеченского народа. В рубрике «Экспресс-инфо» наш топ из 10 наиболее ярких событий недели. На этой неделе в десятку новостей попали: день рождения президента, Роберто Кавалли и студия высокой моды в Грозном, открытие в нашем городе парка материнской славы и многое-многое другое. Мой коллега Рустам Мугаев побывал на всех этих событиях, и вот что он там увидел. Одним из первых Рамзана Кадырова поздравили президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Также с днем рождения лидера Чеченской Республики поздравили Шувалов, Степашин, Патрушев, Собянин, Кожин, Скрынник, Винниченко и Роман Абрамович. Многочисленные телеграммы с поздравлениями пришли в адрес президента Чеченской Республики и от руководителей субъектов Российской Федерации. Лично в загородной резиденции Кадырова поздравляли его соратники, родные и близкие. В честь 33-летия был дан праздничный концерт и традиционный салют. Ко дню рождения президента в Грозном была приурочена и научно-практическая конференция «Роль президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в становлении чеченской государственности», которая прошла в парламенте республики. Ее участники отметили важную роль личности Рамзана Кадырова в становлении и развитии Чеченской Республики. Помимо этого, 5 октября в республике были приурочены открытие новых административных и жилых объектов. В Грозном открылась студия дизайна и моды. На открытии присутствовали президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, всемирно известный итальянский дизайнер и модельер Роберто Кавалли и российский кутюрье Вячеслав Зайцев. Красную ленту, символизирующую открытие высокой моды в Чеченской Республике, разрезали президент республики, его дочь и модельеры. На открытии студии дизайна состоялся первый самостоятельный показ коллекции вечерних и свадебных платьев сестер Лауры и Медни Ажиевых, учениц Вячеслава Зайцева. Театрализованное представление, показ коллекции из 27 платьев, прошел по 4 тематикам: вечерние платья, свадебные, восточный и черно-белый блок. По окончании дефиле президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что это событие имеет огромное значение для республики. Фантастическим шоу назвал состоявшийся показ и Роберто Кавалли. Ожидается, что студия Лаура и Медни станет одной из крупнейших в Южном федеральном округе.
На неделе в Грозном произошло еще одно важное событие. В Ленинском районе открылся парк культуры и отдыха. Центральное место в парке занимает мемориал в честь женщин Чеченской Республики, в связи с чем парку и было дано название «Парк материнской славы». Участвовавший в открытии парка президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил присутствующим о важной роли, которую играет мать в судьбе каждого человека. Глава республики отметил, что сильная мать воспитывает настоящих патриотов, которые в трудную минуту становятся опорой своего народа и защитниками своей родины. Завершив церемонию открытия, Кадыров осмотрел достопримечательности парка отдыха. Парк представляет собой современную комфортабельную зону отдыха. Здесь построено 5 музыкальных фонтанов, самый большой из них – фонтан Гейзер. Здесь же установлены 14 аттракционов для детей и взрослых, оборудованы игровые площадки, построен 100-метровый бассейн и двухэтажный ресторанный комплекс. Общая площадь зоны отдыха свыше 4 гектаров. Чеченская Республика готова к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 11 октября. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил председатель избирательной комиссии Исмаил Байханов. По словам Байханова, в республике созданы территориальные избирательные комиссии, для них выделен необходимый транспорт, а также изготовлено 2 миллиона бюллетеней, усиленной защитной сеткой и голографическими марками. Для проведения выборов в республике создан 431 избирательный участок. Как отметил Байханов, численность избирателей в республике составляет 576 493, из которых 17 человек, достигнувших 100 и более лет. Муниципальные выборы пройдут по мажоритарной системе. Всего предстоит избрать около 2800 человек, из них 236 глав муниципальных образований и 2565 депутатов, представительных органов муниципальных образований. В свою очередь, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что выборы, как и предыдущее голосование, пройдут на таком же высоком уровне. О готовности к выборам в республике 11 октября рассказали председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров и глава МВД Российской Федерации Рашид Нургалиев, посетившие на днях столицу Чеченской Республики. Они высоко оценили готовность республики к муниципальным выборам. Так, по словам Чурова, в республике успешно завершена подготовка к первому в новой истории Чеченской Республики выборам в органы местного самоуправления. При этом председатель Центральной избирательной комиссии особо подчеркнул, что избирательные участки Чеченской Республики ничем отличаются даже от европейских. Чуров отметил, что выборами органов местного самоуправления завершится процесс формирования муниципальной власти во всех субъектах России. Глава МВД России Рашид Нургалиев также заметил, что республика готова к выборам. Мы приняли все меры безопасности и создадим условия для волеизъявления народа. На это у нас есть и опыт, на это у нас есть и отработанные методики, сказал глава МВД России. В Грозненском государственном театрально-концертном зале в минувшее воскресенье прошел вечер, посвященный Международному дню учителя. Преподаватели поздравил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что День учителя занимает особое место среди других праздников, потому что педагог – это главная фигура не только в образовании, но и в определении будущего нации. Президент пожелал работникам образования успехов и терпения в деле воспитания подрастающего поколения и многих плодотворных лет деятельности на благо Родины. По завершению торжественного вечера лучшие работники образования республики были награждены медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, а 20 из них присуждены звания заслуженного учителя Чеченской Республики. В ходе мероприятия учителям общеобразовательных учреждений Чеченской Республики, имеющим стаж педагогической работы от 50 и более лет, были вручены премии в размере 100 тысяч рублей каждому. 4 новых мечети и зият в селе Эртан распахнули двери для верующих в Чеченской Республике. В торжествах, посвященных открытию богоугодных заведений, принял участие президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, посетивший в Веденском районе реконструированный зият, в котором покоится мать известного религиозного деятеля XIX века шейха Кунта Хаджи Кишиева. На территории святыни построено помещение для молитвы, а также оборудована крытая площадка для проведения религиозных обрядов. В этот же день состоялось открытие мечети имени шейха Кунта Хаджи в селе Курчело, которая рассчитана на 5000 мест. В открытии мечети приняли участие гости из регионов Северного Кавказа, Москвы и других городов России. Присутствовавший на церемонии глава Исламского культурного центра Абдул-Вахид Ниязов отметил, что открытие мечети – это всегда большое событие для мусульманского мира. Также торжественно открыты были еще 2 мечети в селе Ниценторой, на территории резиденции президента Чеченской Республики и на центральном рынке Беркат в городе Грозном. В Центральной районной больнице города Гудермес открылось отделение диализа, иначе говоря, искусственной почки. Почетным гостем на открытии отделения стал председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов. В своем выступлении он отметил, что с открытием этого отделения, оснащенного современным медицинским оборудованием, Гудермесская ЦРБ становится в ряд наиболее крупных из функционирующих в республике лечебных учреждений. Байсултанов также отметил, что руководство Чеченской Республики в дальнейшем намерено уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения и созданию качественных условий в медицинских учреждениях.
В отделении диализа установлено 5 аппаратов искусственной почки. Сама же больница рассчитана на 165 койко-мест. Здесь же функционирует туберкулезное, инфекционное, детское, терапевтическое, травматологическое и другие отделения. Медицинское обслуживание ЦРБ обеспечивает более 40 врачей. В избирательной комиссии Чеченской Республики состоялась презентация молодежного сайта «Грозный на связи». Цель создания интернет-ресурса – широкое вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь республики, адаптация молодежи к правовым нормам в обществе и ее активное участие в общественной жизни. По словам председателя избиркома Чеченской Республики Исмаила Баяханова, сайт не имеет аналогов в России. Сайт ориентирован как на представителей молодого поколения республики, как России, так и зарубежья. На разработку веб-ресурса, по словам его создателя, ушло более полугода. Посетителям веб-ресурса предлагается новостной блог и форум, возможность приема и отсылки корреспонденции и всевозможные онлайн-игры. К настоящему моменту сайт уже предлагает посетителям принять участие в игре «Предвыборная гонка», посвященной муниципальным выборам в республике. На неделе в Грозном завершился всероссийский турнир по комплексному единоборству памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Кадырова. Спортивное мероприятие, в котором приняли участие 12 команд из различных субъектов России, выявило сильнейших спортсменов в 8 весовых категориях. Среди них 14 спортсменов из Чеченской Республики заняли призовые места. В 4 весовых категориях на высшую ступень пьедестала поднялись сотрудники силовых структур из Чеченской Республики. Также победное золото завоевали сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия Алания, Республике Ингушетия, по Челябинской области и по Республике Дагестан. Победители турнира получили от организаторов ценные призы и подарки. Завтра в Чеченской Республике впервые за 20 лет пройдут выборы в местные органы власти от сельсоветов до мэра Грозного. Это первая избирательная кампания в регионе после отмены режима контртеррористической операции. На территории республики уже неоднократно проводилось голосование, но, как правило, это были выборы федерального уровня, президентские и парламентские. А в это воскресенье гражданам впервые после войны предстоит выбрать так называемую власть по соседству, то есть тех, кто продолжит восстановление республики на местах. С каким настроем чеченское общество подошло к финалу предвыборной гонки? Об этом и не только. Магомед Нухаев в рубрике «Дайджест недели». 11 октября пройдут выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления в 76 субъектов России. В них примут участие около 30 миллионов человек. В числе субъектов, где уже завтра пройдут выборы, и Чеченская Республика. Безусловно, этот день станет историческим для чеченского народа, как день, когда в регионе прошли первые выборы в органы местного самоуправления. На сегодняшний день у нас есть опыт, у нас есть навыки. Я думаю, что мы проведем, уверен, что будут выборы. Я, как заявил и заявляю, должны быть танцы, песни и выборы. Мы готовы. Но что это такое власть народа и местное самоуправление? Европейская хартия о местном самоуправлении, принятая Советом Европы в 1985 году, дает общее определение местного самоуправления, фактически ставшее универсальным и принятое всеми демократическими государствами. Под местным самоуправлением, согласно хартии, принимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного населения. То есть местное самоуправление – это одна из форм осуществления народом своей власти, гарантированная Конституцией. Но органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, и потому оно самостоятельное в пределах своих полномочий. История российского самоуправления уходит в далекую историю. Значительные усилия к этому приложил еще Петр I, стремясь укрепить в этой системе управления элементы выборности и коллегиальности. Вторую жизнь и начинание Петра I вдохнула Екатерина II. Под ее началом создавались городское собрание, состоящее из богатых граждан, и городские думы. Однако наиболее последовательную попытку предпринял Александр II в процессе модернизации общественно-политического уклада России в эпоху великих реформ, прошедших в 70-80-х годах XIX столетия.
Но только в начале 20 века, накануне революции, в России либеральная концепция местного самоуправления обрела более завершенный характер. В те годы была создана Государственная Дума, сформированная на основе демократических выборов. Местные органы самоуправления получили некое завершение в виде Всероссийского союза, созданного в годы мировой войны. В наши дни местное самоуправление осуществляется на территории муниципальных образований, границы которых устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации. В структуру органов МСУ входят представительный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов, избираемых населением, руководитель муниципального образования, который избирается населением или депутатами из своего состава, и, конечно же, местная администрация. Если в современной России местное самоуправление давно уже развивается, муниципальные выборы в стране проводятся с 1995 года, то для поствоенной Чеченской Республики оно в новинку. Завтра в республике пройдут первые в ее истории муниципальные выборы. О значимости их проведения для республиканских властей и всего чеченского народа говорит то, что к выборам в республике готовились весь последний год. За это время избирательной комиссией Чеченской Республики была проделана огромная работа. И, наконец, о готовности республики к выборам в органы местного самоуправления пару дней назад доложил председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаил Байханов. Он подчеркнул, что для проведения выборов в республике создан 431 избирательный участок, в которых подготовлены кабины для голосования, прозрачные и полупрозрачные урны для частоты проведения выборов. Все избирательные участки обеспечены телефонной связью. От Хамберга Бог выборш назначен подписатель специальных распоряжений о содействии избирательной комиссии Чеченской Республики исполнительными органами. Суда построить было условие, что там территориальной комиссии, что те машины еще было выделить средства еще и яка кичу. Так даже на ночи скажем, что бакон и отрицать избирательные участки, most участка в комиссии, что был больше цены и федеральный бэкинг был еще больше участка и сам most участка там прозрачный, полупрозрачный урна, что дальше это было бахит кабины, что 6 миллион цайзер бюллетен дадина, что где most тик что давали на там most участки конечно что. Муниципальные выборы пройдут по мажоритарной системе, при которой избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший наиболее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату. Всего предстоит избрать около 3000 человек. Из них 236 глав муниципальных образований и 2565 депутатов представительных органов муниципальных образований. В целом же в выборах принимают участие 4162 зарегистрированных кандидата в возрасте от 21 года до 80 лет. Численность избирающихся в органы местного самоуправления, выдвинутых в порядке самовыдвижения, составила 1121 человек. От 4 региональных политических партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ участвует чуть больше 3000 кандидатов. Накануне выборов президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что муниципальные выборы пройдут на таком же высоком уровне, как и в предыдущие годы, а жители республики исполнят свой гражданский долг, придя на избирательные участки. Местное самоуправление – это признаваемый и гарантируемый Конституцией России орган. Он решает вопросы местного значения, исходя из интересов населения, а также местных традиций. Как правило, это проблемы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. К полномочиям муниципалитета относятся принятие устава муниципального образования, издание муниципальных правовых актов, создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансирование муниципальных учреждений и так далее. По предметам своего ведения органы местного самоуправления уполномочены принимать решения самостоятельно, без оглядки на главу субъекта. Готовность Чеченской избирательной комиссии для проведения выборов на неделе отметили и глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров и министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, которые в сопровождении президента республики побывали на одном из избирательных участков в Грозном. Вот, Конституция, федеральный закон, муниципальный закон. Все. Вот эта брошюрка по взаимодействию с МВД. Да. Ну сейчас, кстати, ее раздадут всем. Вот. Все, готовность есть. Наши
впечатление сегодня о готовности и в Чеченской Республике, и во многих субъектов говорит относительно того, что мы все примем меры безопасности и создадим условия для волеизъявления народа. В помощь кандидатам и избирателям на официальном сайте избирательной комиссии Чеченской Республики создана горячая линия, которая носит характер юридической консультации и приема возможных жалоб избирателей. Кроме этого, под эгидой Российского фонда свободных выборов открыта еще одна общественная горячая линия, которая станет органом общественного контроля на предстоящих муниципальных выборах. И еще один сюрприз: накануне 11 октября избирком Чечни презентовал новый интернет-сайт «Грозный на связи», который ориентирован на молодежь. В России данный ресурс пока еще не имеет аналогов. Цель его создания – это широкое вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь республики, адаптация молодежи к правовым нормам в обществе и ее активное участие в общественной жизни. До выборов осталось всего несколько часов. Ровно в 8 утра избирательные участки откроют свои двери для избирателей, и тогда ответственность за будущее чеченского муниципалитета уже полностью будет зависеть от активности электората. И потому хотелось бы им напомнить, что муниципальные выборы – это важнейшая составляющая всей муниципальной реформы. Таким образом, власть максимально приближается к народу, обретает финансовую самостоятельность. При этом роль людей в предстоящих выборах особенно важна. В управленческие структуры важно избрать таких представителей, чтобы эти самые структуры заработали в полной мере. Муниципальная администрация не может улучшить жизнь людей, если в ней окажутся руководители, не имеющие никакого представления об управленческой деятельности. Поэтому и появился термин «местная власть – это народная власть». А потому участие в муниципальных выборах – это важный вклад каждого избирателя в улучшение жизни каждого гражданина, а также дальнейшее развитие села, района или города, в котором он проживает. Nähdään, että on выбор бардон. Выбор кабан, шесть, локен дач будет, будет, так, главный онч будет, царь дона, выбор бар, леш. А вот факт, вот там худу, он дикный худу, он вот сун масса, он хордал, он свободный мэр, когда кандидат, он десятки сотни кандидатов вот, он уэйдал дошду, уэйдал син дал, когда бог, там устраивает, деш будем бог, это такой вопрос, когда он, хода, и цен качество, и чек вака, царь блаш, а то хорду бош, бухтан был, да, 99%, 9%, алам. Чеченская Республика во всемирной паутине. Что говорят о нас и о чем в ней говорим мы? На минувшей неделе в сети говорили о том, что Рамзан Кадыров вошел в 20-ку рейтинга мировой популярности политиков, что интернет в мегафоне стал безлимитным и что в Германии задержаны люди, готовившие теракты на Северном Кавказе. Обо всем об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Ченет-Инфо». Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров вошел в 20-ку рейтинга мировой популярности россиян, подготовленном на основе их упоминается в зарубежных СМИ. Об этом сообщает журнал «Власть». Сообщается, что по итогам третьего квартала 2009 года в числе 20 самых популярных россиян на первых местах президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. При этом сообщается, что Рамзан Кадыров – единственный руководитель российского региона, который занимает прочные позиции в 20-ке самых популярных у западных журналистов россиян. Он занял 14 место, оставив позади себя Сечина, Прохорова, Ходорковского, Косинова и Ларионова. Напомним, что рейтинг рассчитан по материалам 100 ведущих газет и журналов мира. При этом в ходе формирования рейтинга учитываются только те статьи, в которых имя упоминается вместе со словами «Россия» и «российские». В стенах Свердловской области Межнациональной библиотеки прошла литературно-информационная программа «Пророк, властитель, воин», посвященная истории и культуре чеченского народа и деятельности представителей народов Кавказа имама Шамиля. Об этом сообщает информационное агентство «Апельсин». Сообщается, что в рамках программы прошла также презентация книжной выставки «Пророк, властитель, воин» и книги «Президент Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович». По словам издания, в ходе программы посетители получили также возможность просмотреть документальный фильм «Современная Чечня». Сообщается, что перед гостями выступили представитель президента Чеченской Республики Свердловской области Салавудин Мамаков и представители молодежной организации «Уральский союз чеченской молодежи ЗАМА». Отныне абоненты мегафона Чеченской Республики могут воспользоваться безлимитным интернетом. В республике для абонентов всех тарифов, в том числе и корпоративных, запущена новая услуга «Безлимитный интернет». Об этом сообщает пресс-служба кавказского филиала ОАО «Мегафон».
По словам представителей компании, новое предложение обобщает богатый опыт Мегафона в области предоставления услуг мобильного интернета. Предполагается, что подключив услугу безлимитный интернет, абоненты смогут находиться в режиме онлайн неограниченное количество времени и пользоваться любым объемом трафика. За мобильным интернетом будущее. Мы уделяем этому направлению особое внимание. Инвестируем средства в развитие магистральных каналов и сетей третьего поколения 3G, чтобы предоставить нашим абонентам самые инновационные технологии передачи данных, подчеркивают представители компании. Министерство по беженцам и расселению Грузии с 5 октября начало ежегодную обязательную регистрацию беженцев из Чеченской Республики. Об этом сообщает сетевое издание «Новости Грузии». При этом сообщается, что согласно приказу министра по беженцам и расселению Грузии Кобы Субелиани определены сроки и места проведения регистрации беженцев, которая будет проводиться до 20 декабря текущего года. Напомним, по последним данным, в Грузии находится около 900 семей. В основном они расселены в селах Панкисского ущелья Ахмедского района и являются чеченцами-кистинцами и выходцами из этого района Грузии. Ранее общая численность чеченских беженцев в Грузии достигла 7000 человек, однако подавляющее большинство беженцев, ввиду стабилизации ситуации в Чеченской Республике, предпочло поэтапно вернуться на родину. В то же время некоторая часть выехала в третьи страны. В среду на пресс-конференции в Москве заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Солдатов заявил о том, что в стране не планируется никакой цензуры интернета. Об этом с явным облегчением на медне сообщил ряд сетевых ресурсов. Отвечая на вопросы представителей СМИ о возможности создания в России, по примеру Китая, централизованных серверов, через которые проходил бы с целью контроля весь интернет-трафик, Алексей Солдатов заявил о том, что всякие опасения по этому поводу безосновательны и никакой фильтрации интернета в России осуществляться не планируется. Говоря об актуальных для страны проблемах обеспечения функционирования электронных сетей, Солдатов назвал одним из важных вопросов безопасности серверов с регистрами доменных имен, так как их возможность выведения из строя предоставляет собой серьезную угрозу для функционирования сети, передает Prime TASS. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов по итогам проверки сведений о его распоряжении направить спецназ на предприятие «Спортек» предупрежден о неполном служебном соответствии за попытку использования служебного положения в личных целях. Сам же генерал-лейтенант заявил, что осознал неправомерность своих действий. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Напомним, в сентябре в СМИ были опубликованы материалы, в соответствии с которыми Шаманов направил на завод своего зятя группу поддержки спецназа. Так, по данным СМИ, по команде Шаманова группа была поднята по тревоге с целью занять территорию «Спартека», однако на завод они не попали, а прибыли на базу в Сокольники. В Минобороны Российской Федерации было принято решение в отношении командующего провести служебное разбирательство, итогом которого и стало вынесенное решение. Сам Шаманов через СМИ заявил о том, что инцидент – не что иное, как происки его недругов из Москвы и Чеченской Республики. Самарский суд приговорил блогера Дмитрия Кириллина к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год за экстремистские записи в блоге «Живого журнала», сообщает ряд электронных изданий. По данным областного управления ФСБ РФ, Кириллин в сети интернет размещал высказывания с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Под такое определение попали его рассуждения о том, что действующая система госуправления ведет к деградации, моральному разложению и вымиранию русского народа. Кроме того, блогер призывал к свержению действующей политической системы страны, что вкупе с другими высказываниями попало под статью 280 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Высказывания, признанные судом экстремистскими, были опубликованы в блоге в 2006 году. Часть из них Кириллин сохранил, удалив те строки, которые вызывали недовольство ФСБ. Несколько постов удалены целиком. При этом сам блог работает, и последняя запись датирована 3 октября. В Германии задержана группа лиц, которые входили в ячейку, готовившую теракты в Чеченской Республике. Об этом на этой неделе сообщил целый ряд электронных изданий. При этом сообщается, что это уже вторая за последний месяц громкая операция немецких спецслужб. Напомним, ранее немецкая полиция арестовала человека, в доме которого была найдена радикальная исламистская литература и взрывчатка. Имел ли тот арест отношение к последним задержаниям, правоохранительные органы не сообщают. Обыски были проведены одновременно в 26 домах, конфискованы компьютеры и одежда. Среди задержанных несколько выходцев из Чеченской Республики. Сообщается, что в операции было задействовано 140 полицейских. Как утверждают немецкие СМИ, в состав ячейки входило 10, по другим данным 15 человек. Возглавлял группу гражданин Германии сирийского происхождения. Сообщается, что члены ячейки проходили военное обучение в тренировочном лагере, расположенном в районе горного хребта Гиндукуш.
На открытом избирательной комиссии Чеченской Республики молодежном информационно-просветительном портале «Грозный на связь» стартовала виртуальная игра «Предвыборная гонка». Финал игры приурочен к предстоящим 11 октября 2009 года муниципальным выборам. Предвыборная гонка предоставляет собой богатую графику и довольно динамичную игру, включающую в себя виртуальный тур по центральной части города Грозный, сконструированную с использованием реального городского пейзажа. Программа игры включает в себя викторину на знание избирательного законодательства. Сообщается, что несмотря на короткий срок с начала открытия портала «Грозный на связи» и старта виртуальной игры предвыборной гонки уже приняли участие более 100 человек, среди которых есть и первые победители. Ожидается, что подведение окончательных итогов и награждение победителей пройдет в городе Грозном в здании избиркома. Победителям игры, живущим за пределами республики, призы будут отправлены почтой на указанный ими адрес. В Екатеринбурге в кинотеатре «Салют» завершился 20-й открытый фестиваль неигрового кино «Россия». Приз-партнера фестиваля медиахолдинг «Уральский рабочий» получила картина «Лев Толстой. Чечня и мир». Редактор газеты «Уральский рабочий» Лев Кощеев вручил специальный приз от газеты картину с изображением тихой деревенской действительности победительнице специальной номинации Анастасии Горюновой Борисовой за фильм «Лев Толстой. Чечня и мир». Автор фильма на деле доказал, что великие люди остаются великими. Они сберегают жизнь, а затем находятся те, кто несет их пример, их учение остальным, сказал Кощеев. Всего на фестивале было показано 35 картин. Отличительными дипломами было награждено около 16 участников. Главный приз достался фильму Евгения Соломина «Глубинка 35/45». Жюри отметило эту работу как лучший документальный фильм. Следующая страничка нашего тележурнала, как и обычно, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. События эти – осенняя серия скачек на ипподроме в Гудермесе. Предмет исследования – конь в жизни настоящего горца. Народы, стремящиеся обрести свое лицо, имеют и должны иметь свои национальные символы. Например, когда мы говорим «Испания», вспоминаем корриду. Когда говорим «Америка», ковбоев и кока-колу, Бразилия у нас ассоциируется с футболом и кофе. А в чеченском же обществе, несмотря на все современные веяния, конь, кинжал и бурка остаются предметом национальной гордости. Добрый же конь для горца не просто животное, а верный спутник и друг на пути чести и славы. О том, насколько понятия чеченец и всадник стали синонимами, в рубрике «Тема» размышляет Тагир Салаханов. 7 октября на Гудермесском ипподроме прошли скачки, открывшие осенний сезон скачек в Чеченской Республике. 6 забегов на дистанции от 1200 до 3200 метров были приурочены к разным знаменательным датам, в том числе ко дню рождения председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина, ко дню рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также к именинам депутата Госдумы и советника президента Чеченской Республики Адама Делимханова и министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Оставшиеся 2 заезда приурочили ко дню города столицы Чеченской Республики Грозного и к победе чеченского боксера Артура Бетербиева на чемпионате мира. Призовой фонд также был очень солидным. Подумаешь, обыденное дело, скачки разного уровня проходят в каждом селе чуть ли не каждый день, скажете вы. Да, согласен, проходят. Но здесь куда интереснее другое. Откуда у чеченцев, давно избалованных всеми благами цивилизации, такая неприходящая любовь к лошадям и скачкам? Причин тому много. И все они стары как мир. Weedank, даны, национальные даны, традиционные даны. Трудно переоценить значение лошади в развитии человеческого общества за последние 5000 лет. В жизни человека она сыграла более важную роль, чем любое другое одомашненное животное. Она стала незаменимым помощником в поле, при транспортных перевозках, на войне. Особо послужила лошадь человеку на поле брани. Впервые стали использовать всадников в сражениях ассирийцев в начале 1-го тысячелетия до нашей эры. Во многих битвах до самого недавнего времени, вплоть до конца Второй мировой войны, огромную, а порой и решающую роль играла кавалерия. Рыцарская конница, уланы, гусары, драгуны, кавалергарды, конногвардейцы, казаки. И у всех своя особенная манера боя, а значит и свои требования к породе, выучке, экстерьеру основного партнера лошади. Особняком в этом ряду можно упомянуть лошадей кавказских горцев. Выносливость, преданность хозяину и легкость были главными требованиями к лошадям, и диктовались они самими условиями жизни горцев и ареалом их обитания. Горы, лесистая местность, резкий климатический перепад на небольшой территории – все это оказывало влияние на требования к
к коню, тем более к коню боевому. Наличие верховой лошади, богатство его подпруги подчеркивали статус седока. Не зря посещавшие Кавказ иноземцы, в том числе и русские офицеры, подчеркивали, что у горцев одежда может быть и заплатка на заплатке, но оружие и лошади в серебре. Действительно, даже сам костюм горца черкеска эволюционировал с оглядкой на удобство верховой езды. О любви горцев к лошадям говорит и такой косвенный факт, а именно кинематограф советских времен. Один из немногих фильмов, снятых при участии Чечено-Ингушского телерадиокомитета, назывался «По следам Карабаира». Одноименный конь был одной из ключевых фигур сюжета. А уж сколько написано о трепетном отношении чеченцев к лошадям классиками литературы, как русской, так и зарубежной, то это вообще тема отдельного исследования. Один лермонтовский Казбич со своим Карагезом чего стоит. Вообще, в современном развитии человечества лошадь не утрачивает своей необходимости. Если такая ипостась собаки, как охрана, можно сказать, полностью вытеснена механическими и электронными системами, а роль кошки как домашнего любимца оспаривается самообучающимися японскими домашними роботами, то с лошадью в этом плане все не так плачевно. Ни одно животное не сравнимо с ним по ареалу распространения и всеобщей любви. Ни в одной религии лошадь не считается нечистым животным наподобие собаки или свиньи в исламе. Это можно понять на таких простых примерах. Например, конный спорт сегодня, да и всегда, будь то простые скачки, дерби или конкурс, считается элитным видом спорта. И финансовое вознаграждение за результат здесь традиционно очень высокое. Творчество художников или поэтов, кинематографистов или скульпторов – тоже из таких примеров. Кто не знает картину Петрова-Водкина «Купание красного коня». Одна из самых культовых автомашин современного мира, Ford Mustang, носит имя дикого американского жеребца. В своей популярности в этой ипостаси лошадь соперничает разве что с самим человеком. Видимо, это и послужило причиной обожествления лошади некоторыми народами древности. Ведь не на пустом месте возникли мифы о кентаврах, сказочных полулюдях, полуконях. Самый известный персонаж мифов Геракл пал от руки кентавра. Плащ, отравленный им ядом лирнейской гидры, в итоге и послужил причиной смерти непобедимого героя, о чем впоследствии так красочно написал в своей божественной комедии Данте Алигьери. Встретив в аду душу кентавра Несса, герой произведения, поэт Овидий, повествует своему спутнику: «А это Несс, убитый за Диениру, свой предсмертный гнев запечатлевший местью знаменитой». На всем протяжении античной истории кентавры характеризуются как носители мудрости и высшего боевого мастерства, хотя и не всегда дружелюбные к людям. Здесь же можно было бы вспомнить и сказочного единорога, и созвездие Альфа Центавра, и год лошади в восточном календаре, но довольно мистики. На всем протяжении истории лошадь оставалась для человека верным другом, помощником по хозяйству и боевым товарищем. У чеченцев тот, у кого не было собственной лошади, считался очень бедным человеком, а молодой человек без верхового скакуна не мог рассчитывать на былую склонность девушек. Как видим, роль лошади у чеченцев очень высока и неоспорима. Так продолжалось до эпохи научно-технического прогресса. В поле лошадь заменили тракторы, на поле брани танки и боевые машины пехоты, а в дорогу люди отправлялись на мотоциклах и автомобилях, в худшем случае на велосипеде. Но любые машины при всем своем техническом совершенстве не смогли вытеснить лошадь из жизни человека. Они и сегодня продолжают верой и правдой служить нам, людям. Конный спорт был, есть и долго еще будет оставаться элитным видом спорта, приносящим как эстетическое удовольствие зрителям, так и немалые доходы наездникам и владельцам лошадей. Дан старт первой скачки. Призу в честь празднования Дня города Грозный. Дистанция 1200 метров приняли очень кучно. Вперед выходит 4-й номер Акрамхан. Лидирующая компания ведет кучно, и тут же вперед в борьбу вступает 9-й номер Джек Год Ивен под седлом Дениса Суханова. Скачка идет очень кучно. Впереди по-прежнему в борьбе Акрамхан и Джек Год Ивен. Остальные тут же кучно в борьбе. В левом повороте Акрамхан отпал на 3-е, на 4-е место выходит эксклюзив Прайд. Помимо спортивных состязаний, огромной популярностью во многих странах мира пользуется конный цирк. Конная милиция продолжает нести службу на улицах многих городов во всем мире, а конское молоко кумыс просто нечем заменить. В России туберкулез, дистрофию и некоторые другие болезни издавна лечили кумысом. Этот напиток из конского молока в настоящее время научились консервировать, и он продается в магазинах. Натуральное кобылье молоко является для человека биологически более полноценным продуктом, чем коровье. Во Франции, например, большая часть детских домов имеет договоренность на поставку конского молока для вскармливания детей. Оно не дает аллергии. Кроме этого, лошади спасают человека и в буквальном смысле. Часто больной, который никогда ни одной живой лошади не видел, бывает обязан ей жизнью и восстановленным здоровьем. Есть в нашей стране институт вакцины сывороток. Там в специальных конюшнях стоят кони-доноры. Это самые лучшие, самые здоровые во всех отношениях животные. Врачи вводят им в
в кровь возбудителей таких страшных болезней, как столбняк, гангрена, дифтерия, ботулизм и многих других. И когда в крови коней вырабатываются защитные антитела, иммунитет против этих болезней, у них берут кровь для приготовления сыворотки. Одна лошадь дает за свою жизнь 16-20 тысяч доз сыворотки. Помогают лошади в других областях охраны и восстановления здоровья человека. Так, например, при детских лечебных заведениях в Польше и других странах созданы конюшни и манежи, где больных детей обучают верховой езде. Конный спорт обладает отличными лечебными свойствами, особенно при поражении позвоночника, конечностей и расстройствах вестибулярного аппарата. А сколько счастливых минут доставляют лошади людям своим грациозным видом, стремительной скачкой, головокружительными цирковыми трюками под руководством опытных наездников и тренеров. Компетентные свидетели рассказывают и о случаях проявления лошадиного разума, объяснить которые не очень просто. Известный ученый Бернгард Гржимек, например, писал о лошади одного берлинского торговца углем. Когда на телегу грузили мешки, она поворачивала голову и внимательно следила, сколько их положат. И если укладывали хоть один сверх обычной нормы, то ни побоями, ни добрым словом ее невозможно было сдвинуть с места. Хотя мы немного отвлеклись от темы. Последние скачки на Гудермесском ипподроме, кроме прочего, продемонстрировали еще одну закономерность. Чеченцы твердо следуют своим традициям и жизненным приоритетам, выработанным на протяжении тысячелетий. Всегда, во все времена, у чеченцев рождение сына или чествование какой-нибудь добродетельной личности сопровождалось конными скачками. Так происходит и на этот раз. И тот факт, что Гудермесский ипподром считается одним из лучших на Кавказе, а соревнования на нем в числе самых престижных в России, говорит о многом. Хотя бы о том, что эпоха глобализма и всеобщей унификации народов пройдется по чеченцам не столь тяжелым катком, стирающим грани и различия. А значит, для горца ни один Мерседес не станет на ту ступень, на которой в его душе стоит скакун, помощник, соратник и товарищ. Следующая рубрика нашей программы – обзор последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты «Вести Республики». Сегодня в горячую пятерку газеты вошли статья Лечи Яхьяева под названием «Неутомимый Рамзан Кадыров», публикация депутата парламента Чеченской Республики Рамзана Лечкаджиева под названием «Правозащитная буря в стакане воды» и кое-что еще. Непостижимый Рамзан Кадыров – так называется материал Яхьяева, опубликованного в одном из номеров газеты «Вести Республики». Авторская статья приурочена ко дню рождения президента Чеченской Республики и представляет собой очередную попытку проанализировать личность и феномен главы республики. Его сравнивают с Рамзесом II, Александром Македонским, Наполеоном Бонапартом. А он в ответ смущенно улыбается и скромно, но твердо поправляет: «Я слуга народа». Выждав небольшую паузу, с озорной искоркой в глаза добавляет: «И пехотинец Путина». В самом начале карьеры он был наиболее критикуемым политическим и государственным деятелем современной России, не говоря уже о Чечне. Если бы существовал мировой рейтинг самых критикуемых лидеров, то он бы и тогда вошел в первую тройку. Сегодня он уверенно входит в десятку самых популярных политических деятелей России. Его имя все чаще начинает звучать на международной арене, пишет автор публикации. И далее пишет: экономист с мировым именем Руслан Хасбулатов, заслуженный генерал Асламбек Аслаханов, крупный ученый Асламбек Хаджиев, первый руководитель республики прошлого Доку Завгай в один голос подчеркивает его блестящие достижения в области экономики и социальной сферы, в военном деле, в развитии науки, образования, здравоохранения и культуры, политическом и государственном строительстве. По мнению автора, такое не случайно, ведь именно благодаря его взвешенной и четко продуманной внешней политике, тонкой дипломатии и искусству переговорщика удалось развенчать имидж чеченцев-террористов, чеченцев-сепаратистов, сложившиеся как в самой России, так и за рубежом. Снять маску с родителей чеченского народа, которые, оторвавшись от родных корней, уютно расположились в европейских городах и в некоторых странах Ближнего Востока и Турции. Воистину священная земля чеченская, прошедшая через все 9 кругов ада, заслуживает такого лидера. О нем можно писать и рассказывать бесконечно. Тема неисчерпаема. Я попытался лишь высветить некоторые контуры образа этого необыкновенного человека, который открыл свою страницу в новейшей истории своего древнего и прекрасного народа, заключает автор публикации. О времена он нравы восклицал, говорят, Цицерон, выступая перед римлянами. Был бы сегодня Цицерон жив, он бы завыл, прочитав то, что пишут и заявляют некоторые нынешние правозащитники, особенно о стремительных изменениях, происходящих в Чеченской Республике. Так начинается публикация «Правозащитная буря в стакане воды», опубликованная в очередном номере газеты под авторством депутата парламента Чеченской Республики, председателя комитета по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления Рамзана Лечкаджиева. Публикация посвящена высказываниям в прессе некоторых
некоторых так называемых правозащитников, которые, по мнению автора, отрабатывают свой хлеб с подачи некоторых ангажированных международных организаций. Безусловно, автор строго понимает, что среди движения правозащитников есть и целый спектр положительных моментов, которые оправдали себя во многих странах и горячих точках, что нельзя утверждать под предвзятым отношением к Чеченской Республике и руководителям органов республиканской власти. Возникает вопрос, ну где же вы, правозащитники? Почему вы не были с нами, когда мы хоронили своих отцов, братьев, сестер, сыновей? Где вы были тогда, когда Ахмад Хаджи Кадыров ответственность перед руководством страны за свой народ взял на себя? За короткое время сформулировал национальные цели, повернул чеченское общество к их достижению, призвал к национальному согласию и без всяких колебаний вступил в смертельную схватку с международным терроризмом, представляющим угрозу целостности России. Вопрошает Дичхаджиев. Ваш рупор стал работать тогда, когда уже восстановлены города и села, школы, спортзалы и больницы. Открылись они в каждом населенном пункте. Прекрасно понимаем, что многим это не нравится как в России, так и за ее пределами. Мы прекрасно понимаем тех, кому все это не нравится. Дальше вам, господа, будет еще тяжелее, труднее. Крепитесь. Иронично заключает автор публикации. В первых числах октября в здании парламента Чеченской Республики состоялась презентация исторического труда, выпущенного в свет под совместным авторством полномочного по правам человека в Чеченской Республике доктора исторических наук Нурдина Хажиева и известного журналиста и публициста Хамзата Умхаева. Депортация народов, ностальгия по тоталитаризму. Выходу в свет этого уникального издания и посвящена публикация Асаева. Не признав ошибки прошлого, нельзя построить будущее. По глубокому убеждению автора публикации, уникальность данного издания состоит не только в представленных в книге редких исторических фактах, связанных с трагическими событиями сталинской и бериевских репрессий, но и в том, что оно обобрало в себя трагедию всех попавших под жернова репрессий советских народов. Радует то, что содержание книги является своего рода ответом на шовинистические выпады автора книги, за что Сталин выселял народы, сталинские депортации, преступный произвол или справедливое возмездие. Псевдоисторика Игоря Пыхалова, в которой уже в конец распоясавшийся автор оправдывает бесчеловечные акты сталинских депортаций. Автор публикации отмечает, что высокую оценку труду правозащитников дали и присутствовавшие на мероприятии участники презентации. Так, заместитель председателя Общественного совета чеченцев Дагестана Умалатов, в частности, высказал предположение в необходимости представления книги в качестве хрестоматии в школах и методического пособия вузов. Предложение было принято как должное. Первая презентация издания состоялась в конце сентября текущего года на Всероссийском фестивале журналистов в Дагомысе. Тогда известные российские журналисты, принимавшие участие в презентации, предложили представить книгу и на форуме журналистов, который пройдет в Москве в феврале следующего года. Однако новая книга уже нашла положительные отклики в разных уголках страны. Ее экземпляры отправлены в соседние Дагестан, Калмыкию, Ингушетию, а также Татарстан и Прибалтику. Свою рецензию на книгу уже дали и политические, и общественные деятели России, в частности, российский правозащитник Лукин даже предложил провести презентацию книги в северной столице в очень чеченского злопыхателя Пыхалова. Проблемы и перспективы развития бизнес-среды в Чеченской Республике рассматривает публикация Туркаева «Большие перспективы малого бизнеса». Судя по контексту публикации, основным и неиспользуемым потенциалом развития бизнес-среды в регионе автор публикации видит тесных взаимоотношениях представителей малого бизнеса и органов самоуправления. В этой связи Туркаев отмечает, что многие дотационные регионы по-прежнему получают финансовую помощь из вышестоящего бюджета. В перспективе же основными поступлениями многих местных бюджетов должны стать налоги с малого бизнеса. Именно поэтому весьма актуально связать малый бизнес и местное самоуправление, для чего необходимо качественное изменение отношений между местными администрациями и малым бизнесом. По мнению автора публикации, это отношения должны строиться на партнерское начало, и малый бизнес должен стать полноправным членом социально-экономического развития. Стратегия же развития территорий, как полагает автор публикации, должна предусмотреть совершенствование законодательных основ в сторону стимулирования малого бизнеса, поддержку вновь создаваемых предприятий и обеспечение кадрового потенциала, в том числе используя бизнес-инкубаторы и механизмы активного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. В целом по стране, отмечает Туркаев, понемногу, но уже начинает накапливаться опыт развития бизнес-инкубаторов на региональном и муниципальном уровне. Этот опыт, безусловно, ценен повторением. По сведениям, которыми располагает автор публикации, на данный момент в Чеченской Республике уже функционирует сеть бизнес-инкубаторов и планируется в окрестностях города Грозного построить современный бизнес-центр, которым будут все необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса.
«Добрый след» – так называется материал Олега Джургаева о Дмитрии Корнильевиче Безуглом, создавшем в Чечено-Ингушетии классическую школу русскоязычных журналистов из числа чеченцев и ингушей и оставившем в республике добрый и неизгладимый след. Авторы публикации отмечают о том, что до приезда Безуглова в республику вопрос подготовки и принятия на работу именно грозненский рабочий журналистов чеченской национальности находился в глухом загоне. На тот момент в нем работали всего лишь один ингуш и один чеченец – Мальсагов и Садулаев. Вопрос стоял однозначно, кто взломает этот ледостав. Такой, образно говоря, ледокол нашелся, им стал, как отмечает автор, Безуглый. Он, открыто игнорируя окрики обкомовских чинуш, первым делом сделал упор на национальных кадрах. Так, должность заведующий идеологическим отделом вскоре занял Арбий Сагаипов, отдел промышленности Безуглый доверил Абдуле Садулаеву, заместителем ответсекретаря стал журналист от Бога Саид Ахмед Ларсанукаев, собственным корреспондентом по ингушской зоне Микаил Мазиев, художником редакции Алик Арсаханов, субкором по шалинской группе районов Абдулхамид Хатуев, талантливый журналист, поэт и художник, Саламу Мадаев, Муса Мурадов, Ваха Саидаев. Список можно было бы продолжить. Смело и напористо взламывает Дмитрий Корнильевич ту идеологическую корозку в вопросе выдвижения чеченских кадров. Всем сотрудникам чеченцам Безуглый добился выделения жилья, продажи по госцене легковых автомобилей. Тогда именно их таким образом и доставали. Они регулярно поощрялись морально, грамоты, дипломы, почетные звания. Все это редакторам давалось вовсе не в пику кому-то и не в ущерб интересам сотрудников другой национальности. Естественно, в ответ на такие смелые действия нового прогрессивного настроенного редактора предпринимались ответные действия. Он просто жил по совести, по своим убеждениям, не поступался принципами. Словом, руководствовался кодексом чести. И то, что он создал в Чечено-Ингушетии национальную школу русскоязычной журналистики, есть, безусловно, памятник ему нерукотворный, отмечает автор публикации. В начале 60-х годов прошлого века имя и голос султана Магомедова, звонкий, как весенний ручей, чистый, как горный родник, был широко известен и горячо любим в Чечено-Ингушетии. Память о певце жива до сих пор. Его, который так и не получил официальное звание народный артист, до сих пор помнят и любят в народе, который назвал его народным родным соловьем. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о певце, чей изумительный талант вызывал восторг и трепетное восхищение. В 60-е и 70-е годы 20 века были годами высочайшего взлета профессионального и самодеятельного танцевально-песенного искусства Чеченской Республики. Не было ни одного всесоюзного, всероссийского, международного и регионально-музыкально-исполнительского фестиваля, смотра, конкурса, праздника искусств, где бы и солисты, и целые коллективы Чечено-Ингушетии не производили бы своими выступлениями фурор, не изумляли бы и не потрясали бы всех своим мастерством, задором, увлеченностью, не занимали бы первые места, получая высочайшие оценки. Их знали, уважали и охотно приглашали на гастроли в Европу, Азию, на Ближний Восток и Африку, Индию и Америку, где выступления наших артистов проходили всегда с триумфом. В начале 60-х годов прошлого века имя и голос султана Магомедова, звонкий, как весенний ручей, чистый, как горный родник, привольный, как альпийский луг, был широко известен и горячо любим в Чечено-Ингушетии. Родился он в 1937 году в селе Курчалой Курчалойского района ЧССР в семье простых тружеников. Правда, один природный дар выделял отца султана Дугу среди односельчан. У него, у сельского муллы, был сильный и красивый голос, и поэтому он славился исполнением назмов, зикров и маулидов. Видимо, голос этот передался сыну по наследству. Правда, происхождение отца всю жизнь негативно отражалось в советское время на судьбе султана. Его попрекали отцом, затирали, травили, обрезали крылья, не давая в полную силу раскрыться его дару, обделяли признанием и званием. Это обижало, но певец не поддавался унынию и пессимизму, не придавал этому значения, а упрямо делал главное дело своей жизни – радовал песнями людей, добиваясь своего упорным трудом. Молодые годы султана Магомедова пришлись на период депортации. Он жил и рос в совхозе имени Ленина Ворошиловского района в Фрунзенской области Киргизской ССР. Только в 1948 году, 11 лет, пошел в первый класс, но учиться пришлось недолго. После 4 класса необходимо стало трудоустраиваться. Работал чабаном, водил отары по степям Киргизии. И там на просторе в одиночестве пел, любил петь с детства. Кажется, в те времена голосу султана отдавали свою нежность полевые цветы, мелодичность, шелест степных трав, силу весенние ветры, чистоту горные родники. Из сплава всего этого и получился волшебный голос султана, нежный и искренний. Когда он поет о любви, мужественный и строгий, когда он исполняет народные героические илли и песни о родине, писал один из яростных поклонников и соавторов певца, известный чеченский поэт Дикаев.
Но юношу с богатым от природы лирическим голосом заметил знаменитый драматург Абдулхамид Хамидов, который взял его в только что созданный национальный ансамбль песни и танца. Но путь султана Магомедова на сцену был нелегким и долгим. Да, это так и было. До первого выхода на сцену султану пришлось после чабанства и поработать бетонщиком на стройке, одновременно учась в вечерней школе, а после возвращения на родину в селе Курчулой – ремонтником дорог. Все эти годы он пел на самодеятельной сцене. С 1956 года Оргкомитет по восстановлению Чечено-Ингушской республики, учитывая не только материальные, но и духовные потребности возвращавшегося на родину населения, начал отбирать из среды переселенцев одаренных людей. Стараниями композиторов Халепского была собрана группа артистов, в том числе такие таланты, как Шита Эдил Султанов, Зулай Сардалова, Умар Дениев, Яраги Зубайраев, Альви Дениев, Тамара Алиева. В ту первую группу артистов, возвращаемых в республику, султан Магомедов не попал. Но вскоре его мечта вернуться на родину осуществилась. По настоянию друзей в 1957 году, волнуясь, перешел таки порог Чечено-Ингушской государственной филармонии. Из первого же выступления очаровал и принял всех и стал всеобщим любимцем. Стоило только ему спеть какую-нибудь песню, как она сразу же становилась всенародной. Ее сразу же подхватывали все, особенно самодеятельные исполнители. Его песни «Ты голос гор», «Утро Кавказа», «Милый Кавказ», «Горный цветок», «Солнечная Чечня», «Крылья любви» и многие другие звучали повсюду, были на устах у всех. Мелодии к стихам он или подбирал из сокровищниц народного музыкального искусства, или писал сам. Султан был многогранно одаренным человеком. Хотя всеобщее признание пришло к нему рано и прочно, но трудным был хлеб артиста. В городе у него не было ни кола, ни двора, ни концертного костюма, ночевал в филармонии, попрекали религиозностью отца, не продвигали по работе. В Чеченской республике у султана Магомедова не было дома. На первых порах домом для него стало помещение филармонии. Там два молодых таланта, вторым был 17-летний Муслим Магомаев, дневали и ночевали в буквальном смысле слова, спали прямо на сцене. Обоих звали в Баку. Азербайджанский композитор Гаджиев предлагал поступление в Государственную консерваторию без вступительных экзаменов. Муслим Магомаев вскоре уехал в Азербайджан, а султан Магомедов остался в Чеченской республике. Он хотел петь только для своего народа. В отчаянии не раз приходила мысль бросить все, уехать в родное село, заняться привычным крестьянским трудом. Но желание петь каждый раз брало вверх, и султан оставался. И все же понемногу устроились и жизнь, и быт. Получил квартиру, рядом была добрая и щедрая супруга Асма, солистка ансамбля песни и танца. Подрастали дети, сыновья Тимур и Заур, дочь Зара. Немало радости приносили многочисленные гастрольные поездки ансамбля по городам Советского Союза, Европы, Ближнего Востока, Америки. В 1964 году в нашей республике проходил первый всесоюзный музыкальный фестиваль. В Грозный съехались известнейшие музыкальные коллективы, композиторы, артисты, Ленинградский концертный ансамбль имени Глинки, Большой симфонический оркестр из Москвы, Государственный эстрадный оркестр Азербайджана, Волжский народный хор, солисты Большого театра Лисициан, Ведерников, певцы Кобзон, Бжевская, Анафриев, композиторы Кожлаев, Филышан, Юрлов и многие другие. В этом великолепном созвездии звучал голос султана Магомедова. Поэтому он по праву был удостоен почетного звания «Заслуженный артист ЧССР» по итогам фестиваля за участие в первом республиканском фестивале музыки и за достигнутые творческие успехи в художественном обслуживании трудящихся Чечено-Ингушетии. В 1965 году государственный ансамбль песни и танца под руководством известного писателя-драматурга, народного артиста ЧССР Хамидова совершил трехмесячную гастрольную поездку по 20 городам России, в каждом из которых давал по 2-3 концерта, которые всегда проходили с аншлагом. Только в Москве ансамбль выступал 9 раз, в том числе и по всесоюзному телевидению и радио. После поездки Хамидов писал в газете «Грозненский рабочий». Всегда и везде с неизменным успехом выступала мужская вокальная группа, солистом которой был несравненный султан Магомедов. Его песни, воспевающие Чечено-Ингушетию, ее гостеприимный и трудолюбивый народ, слушатели встречали овацией. И всегда особо отмечали чарующий, чистый и сильный голос певца-солиста. Тут, как говорится, не прибавить, не убавить. Казалось, впереди еще много времени, много свершений. Все складывалось успешно. Не хватило одного здоровья. Ему так и не удалось дожить до звания народного артиста республики. Жизнь народного певца оборвалась, когда ему не было и 35 лет. Своим безвременным уходом он бесспорно объединил исполнительское искусство чеченского народа. Сегодня с нами нет султана Магомедова, но продолжает звучать и радовать нас его изумительный голос и песни, конкурируя на равных, а порой и превосходя многочисленных модных исполнителей, как российских, так и европейских.
Очень точно сказал о нем не менее известный Считайдзе Султанов. Певца с таким голосом, как у Султана, не было и нет другого в Чечне. Чтобы по достоинству оценить его голос, надо было слушать в горах, когда он, повторяемый эхом гор и долин, разливался особенно широко и вольно. Он был голосом наших гор, нашего народа. И он не умрет, покуда народ не утратит желание петь, творить песни и радоваться жизни. Память о певце жива. Его, человека, который так и не получил официальное звание народный артист, до сих пор помнит и любит в народе. В народе, который назвал его народным и своим соловьем. Сохранились и звукозаписи песен в его исполнении. Сохранился его живой и неповторимый голос. Да, вот уж действительно таланты пропадают почем зря. Ну, у нас на этом все. С вами был Валид Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. До свидания, до новых встреч.